В 2023 году Айсен Николаев с гордостью заявил, что население Якутии наконец достигло миллиона человек. Исполнилось то, что так хотел первый президент республики Михаил Николаев. В центре города Якутска даже установили инсталляцию «Нас миллион». Но действительно ли цифры честные? Или их просто подогнали под красивый результат? Давайте разберемся, насколько эта статистика показывает реальное положение в республике. Еще 10-15 лет назад демографическая ситуация в Якутии кардинально отличалась от всей остальной России. Республика показывала стабильный естественный прирост. Рождаемость была высокой, а миграционный отток был не таким заметным. Сегодня же картина удручающая. Саха уезжают, дети не рождаются, население медленно, но верно сокращается. Наша республика всегда была в лидерах по рождаемости в стране. Но в 2024 году произошло то, чего раньше даже представить было сложно. Число новорожденных впервые опустилось ниже 10 тысяч. Всего 9841 ребенок. Это почти в 2 раза меньше, чем в 2014 году, когда в республике родилось 17 тысяч 10 детей. Да, смертность немного снизилась с 8209 человек в 2014 году до 7569 человек в 2024 году. Но естественный прирост сократился до 2272 человек, а миграционный прирост его уже давно обгоняет. В 2024 году он составил 3120 человек. Это означает, что республика теряет свое коренное население. Саха отказываются рожать детей, потому что не видят будущего. И это не какое-то эхо войны или лихие 90-е. Даже тогда в Якутии не было такого резкого спада рождаемости. Основная причина – психологическое и социальное состояние людей. Люди не хотят рожать, потому что не уверены в завтрашнем дне, не верят, что смогут дать детям хорошее образование, достойную жизнь и безопасность. Еще одна тревожная тенденция – массовый отток населения. Если раньше Якутия теряла в основном русскоязычных жителей, то теперь уезжают саха. Причем многие навсегда с 2018 по 2020. Второй год миграционный отток составил 18 357 человек. Только за 2018 год в Якутию приехало 12 532 человека, а покинуло ее 17 710 человек. То есть отток составил 5178 человек. Это люди, которые снялись с регистрационного учета и уехали насовсем. Самое плохое, что они не вернутся. В 2022 году среди всех, кто приехал в Якутию, только 20,4% были бывшими жителями республики, которые когда-то уезжали, но решили вернуться. А среди тех, кто уехал, 44,9% уже раньше покидали Якутию, потом возвращались, но в итоге снова решили уехать. Проще говоря, возвращаются единицы. А вот тех, кто уезжает повторно, почти в 2 раза больше. Это значит, что даже те, кто дает Якутии второй шанс, в итоге не видят для себя перспектив и уезжают окончательно. Расширилась и география отъездов. Сейчас Саха уезжают не только в Москву, Питер или Новосибирск. Все чаще и чаще их дорога лежит в другие страны. Южная Корея, США, Канада, Европа. Это уже не редкость. Молодые специалисты и студенты уезжают, адаптируются, а многие не планируют возвращаться. Они видят перспективы, комфортную жизнь и возможности, которых Якутия уже не дает. Многие уезжают целыми семьями. К естественному оттоку населения добавляется еще один фактор. Трагичный – это война с Украиной. Тысячи молодых саха были мобилизованы, сотни погибли, столько же пропало без вести. Россия с ее имперской политикой несколько десятилетий целенаправленно делала людей нищими, чтобы сейчас они за деньги шли умирать в русских войнах, за ее территориальные амбиции.
Их дети могли бы родиться в этой стране, но их отцы не вернулись домой. А те, кто возвращаются в республику, которая за время их отсутствия не изменилась к лучшему. Все те же проблемы, те же разрушенные дороги, низкие зарплаты, слабая инфраструктура и отсутствие перспектив. Якутия потеряла сотни своих сынов на войне. Те, кто мог бы стать отцами, братьями, строителями новой, независимой республики Саха, погибли. Сколько молодых людей ушло и не вернулось? Сколько пропало без вести? Эти цифры в официальной статистике не фигурируют, но мы знаем, что среди северных регионов наша республика дала один из самых высоких показателей мобилизации. Почему Саха отказываются рожать или уезжают за лучшей долей в другие города и страны? Не по своей прихоти. Люди ищут благоприятные условия для жизни и воспитания детей. Мы не зря в самом начале сказали о том, что люди не видят будущего в республике. Давайте оценим. Якутия получает огромные средства на национальные проекты. Об этом неустанно толдычит Айсен Николаев. На каждой встрече с якутянами он гордо рапортует о том, что мы получаем огромные средства на проекты. И поэтому лидируем по всем показателям по развитию экономики, по новым технологиям, по медицине, по вводу жилья и так далее. Но где результат? По большинству социальных показателей Якутия в конце списка. Продолжительность здоровой жизни. В России 61,37 лет, в Якутии 60,9. Снижение рождаемости в России на 12,9%, в Якутии на 19,7%. Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни. В России 9,1%, в Якутии 4,8%. Количество молодых ученых в республике. В 2018 году 34,8%, в 2023 году 30%. Ввод жилья в многоквартирных домах практически не растет, в отличие от остальной России. Получается, что глава Николаев наглым образом обманывает всех. И людей в республике, и начальство в Кремле. Проанализировав эти факторы, мы видим, что экономика Якутии не развивается, а деградирует. Мы уже давно являемся сырьевой колонией Москвы, а сейчас со скоростью Сапсана превращаемся в отсталые, нищие задворки империи. Малый и средний бизнес, развитие инноваций, поддержка науки. Об этом в республике даже говорить неудобно. Провал по всем направлениям. А теперь представьте, Якутия – огромная территория, одна из самых богатых природными ресурсами регионов страны. Но если ничего не изменится, жить в ней будет просто некому. Мы теряем наше будущее. Пора просыпаться.